Без денег лает. Знает свою работу. Сегодня 14. Вон кого лает. Что-то он хромает сегодня. Или что? Хромаешь? Дружок. Да, лапу видно поранил. Вон передняя лапа. Левая лапа. Подрались, наверное, с кем-то. И да. Женишок твой. Братишка, как мне написали. Точно братишка. Это брат Вайды. Беляк. Белок. Рыжий. Рыжая спина. Уйди. Сегодня 14 декабря уже. Блин. Половина декабря уже прошло. Сегодня я занимаюсь дровами. Вот такие дровишки колю. Один ряд там поколол. Здесь у меня больше заправки. Я пилил. Сейчас отколю. И этот ряд еще сегодня поколю и по-новому буду пилить. Потому что здесь места мало. Чтобы... Если я буду сейчас скатывать бревна, они там места вообще минимум тут. Сейчас я это поколю и по-новому сюда буду ряды складывать. И так поочередно пилю, складываю и колю дрова. Такая задача сегодня. Ида. Landuk de. Давай. Да. Чуть-чуть не хватает мороза, хоть на градусов, сегодня вообще тепло на улице. И колется не так хорошо, как кажется вам. Что вот быстро колю, еще тяжело. Хотя прямо слойное дерево.
Запах сосны, я просто обалдеваю, когда я чувствую такой вкус смолы. Ну, мне нравится, что связано с тайгой, особенно смола. Вот так. Вон он, тулантик-залетчик. Вчера, между прочим, были в походе. И как дошли до бурана, он испарился. Испарился, по девкам ушел. Валы. Ой, подожди, опять меня с ног сшибешь ли как там. Вот там. Короче, вечером только он пришел. Пришел довольный. Сразу так особо не сопротивлялся, сразу в вольер зашел. Да. Чего? Фу, на улице такая погода вообще декабрьская какая-то.
налетела. Вот так я и работаю, ребят. Смотрите, какие бревна толстые, блин. Этот гнилой, вон, гнездо у кого-то. Это действительно гнездо. Может, кто-то есть там. Вон дырочки. Пилю, потом складываю. А уже завтра или послезавтра буду колоть их. Огромные, блин, бревна. Кривые. Кривые. Это уже камля, считай. Такие. Так.
Я хотел еще материал на топорище подобрать, чтобы топорище сделать. Но не получается, все кривые бревна. И некоторые бревна он землей. Но когда таскали там по земле, те бревна, они землей, и цепь затупляется быстро. Цепь затупляется и начинает вот наискосок пилить. Неровно пилит. Уходит в сторону. Сверху там спустил, чтобы безопаснее было. Если отсюда я буду спускать, там опасная, ну, как сказать, куча останется высокая. Ну вот сейчас я это спилю и думаю, на сегодня в принципе и хватит. Где-то заправка у меня уйдет на все это. Там больше заправки, здесь будет заправка. Заправки 5, наверное, общей сложности будет. Вот я этим занимаюсь. Заказал запчасти на буран. Жду, когда придут запчасти, буду собирать буран в дальнейшем. А сейчас, пока есть время, я пилю дрова. Так, как мы видим, у меня буран в мастерской. Вчера уже не стали уже тащить в основной гараж, где стоит у меня буран. Пришлось сюда хотя бы оставить. Бардак, конечно, тут у меня. Очень много ненужных вещей, очень много дров неиспользованных. Первоначально этот мастерская у меня тоже была гаражом. У меня мотоцикл и буран тут стоял. Знакомым звонил вчера, одному, второму, кто в городе живет, чтобы заказать запчасти. Ну, все в лесу. Никому я не дозвонился. И без них это я беспомощный, ничего не смогу сделать. Потому что надо запчастей заказать, запчасти надо заказать. И поменять магнитол я ни разу не менял. На ветерке, ветерок 8, 1000 раз менял. А здесь у меня вот первый раз так столкнулся с этой проблемой. Ну, это поправимое дело, будем ремонтировать. Это ничего страшного. Здесь, в принципе, я могу затопить печку, тепло. В любой мороз можем тут заниматься ремонтом. Чуть отодвину туда. Но если будет ремонт, вкратце также я поснимаю, что и как будем ремонтировать. Это я тоже покажу. Какая причина была. Все вы узнаете, услышите, увидите. Так что оставайтесь на канале, как говорится. Так, я дальше работать.